На комбинате детского питания «Магаз» в процессе экструзии овсяной муки. За счет интенсивной термомеханической обработки сырье за время нахождения в экструдере получает необходимую санитарную обработку, а также биохимические изменения в продуктах питания для лучшего усвоения ребенком, что является одним из важных пунктов производства. После прохождения экструзии мы получаем экструзионные хлопья. Экструзионные хлопья у нас переходит в накопительный бункер, и через мельницу мы получаем уже экструзионную муку, что является основным продуктом детского питания. На сегодня комбинат производит 6 видов каш на молочной и безмолочной основе. Это гречневая, кукурузная, рисовая, овсяная и пара миксов. Сухие смеси Хозбер предназначены для детей от 6 месяцев. Каши безлактозные с натуральным фруктовым вкусом. Вкусовые добавки у нас используются натуральные фрукты, которые после сублимации перемалываются и в натуральном виде поступают в продукт. Дальше наполняется витаминами и минералами и поступает в фасовочный аппарат. Здесь все это фасуется в пленку. Про какие объемы мы сегодня можем говорить? Объемы производства на сегодняшний день предприятия более 100 тонн в месяц. Но предприятие планирует в ближайшие 6 месяцев выходить на производство до 250 тонн в месяц. Комбинат позволит не только закрыть потребности нашей республики в детском питании, но и поставлять его в другие регионы. Ассортимент продукции в будущем планируется увеличить до 18 видов каш, дальше больше. В перспективе у нас, конечно же, планируется развивать бренд Хозбер, а это именно производство всех видов детского питания. Это молочные смеси, это фруктово-овощные пюре, это заменитель грудного молока, который 100% в нашей стране пока еще не производится нигде. Основной продукт заменитель грудного молока в нашей стране находится в импорте. Это детские печенья, это снеки, это сухие завтраки. Новое производство развернуто на базе комбината детского питания в сельском поселении Аль-Юрт, который был открыт в 2015 году, но остановил свою деятельность из-за нерентабельности. Общий объем финансирования объекта составил около 460 миллионов. Часть вложил инвестор из собственных средств, остальные – заемные. Также предполагается закупить оборудование и построить складское помещение. Я очень благодарен именно правительству, что вот это взяло, и директору сегодня Гагиеву Руслану, и тем сотрудникам, и думаю, что вот это возрождение будет. Для нас, для республики, это настолько важно, вы даже не представляете, потому что, вот представьте себе, у нас, просто не знаю, там, рождение у нас самое, мы первые, впереди всех рождаемости, но у нас все 3000 более детей, у нас каждый год идут в первый класс. 3000. Ну давайте, сравните другие. А мы вот такие мощные. Махмуд Али Калиматов отметил важность реанимирования таких предприятий. Ведь сегодня благодаря им можно производить собственные товары, на которые всегда будет спрос. При содействии главы региона стоимость продукции комбината для жителей республики снижена на 10%. На сегодня сухие смеси Хозбер на порядок дешевле своих аналогов. При этом качество продукции осталось на высоком уровне. Сырье для производства покупается после тщательного отбора для натурального и лучшего качества, соответствующего всем требованиям ГОСТов. Здесь исключена работа бессменной обуви, халатов с необработанными руками, то есть ведется тщательный контроль за соблюдением гигиенических требований. Полученный продукт также подвергается анализу. Самое удобное здесь этот график, как говорится, с 9 до 6. Это было самым важным критерием, когда я сюда устраивался. Какая зарплата, как проходило обучение? Зарплата хватает. Тут зарплата в дальнейшем в приоритете. С перспективой зарплата. Плюс говорят, со следующего месяца премия будет.
Параллельно с производством инвестор разрабатывает процесс реализации продукции. Сегодня продукты компании «Хозбер» можно увидеть на прилавках магазинов Ингушетии и соседних регионов. До конца мая товар поступит во все магазины не только республики. В ближайшей перспективе заключения договора с Дагестаном, то есть дистрибьюторами из Дагестана. Также мы ведем переговоры с различными сетями и планируем в ближайшее время занять все полки магазинов нашей страны. Помимо нового продукта, после полного запуска здесь будет создано более 80 рабочих мест. Сегодня на комбинате работают около 30 человек с минимальной оплатой труда в 25 тысяч рублей. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Хава Гагиева. Новости 24.